В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и Рамзан Абуев готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Личный состав нового батальона оперативного назначения имени Байсангура Биноевского должен пройти полную огневую, тактическую и физическую подготовку на базе Российского университета спецназа. Такое поручение Рамзан Кадыров дал командиру Бикхану Чалаеву в ходе инспекционной поездки на место, где будет дислоцироваться подразделение войск Национальной гвардии. Лейла Муртазова продолжит тему. Рамзан Кадыров строго контролирует строительство нового батальона оперативного назначения имени Байсангура Биноевского Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии Российской Федерации. На очередной инспекции глава региона обсудил все вопросы, касающиеся первоначальной работы, на которые надо сделать акцент с командиром данного подразделения и ответственными лицами. Яка? Буду набрать 5 минут. مستقبل طبعا. مستقبل. أعمل المراد. واتس. Elite night. No. مستقبل. وعصري يعني صحابي صحابين عشان بطني ده كده بسم سوى قطع يجي كان شيء غير ده اسمه مش نجاح قوي الأبواب العضلة تقيقش بوا بس يتغير خلصة يصير سويكا بروليت يشغل يوم ده كده دي ندوش روحها كده دوش على جيه سينجل تيرا سينجل أو Далее стоял один из важнейших вопросов обеспечения бойцов. Рамзан Кадыров поручил Бикхану Чалаеву взять его на особый контроль. Личный состав подразделения должен пройти полную огневую, тактическую и физическую подготовку, которую они смогут пройти на базе Российского университета спецназа, а также закупить для них полное обмундирование. полностью تعالى ضعوفة الجروب تاعه تقريبا ده صوت يعني أنا كابت تاع مش كشف بس полностью شيشة ده شيشة هو الرد الرد موسع شيشة ده شوي صوت يعني ذاك ده يشان ده يو ده نه ده بقى ده نبود ده يشان ده ده أول بيرو كده بيتشان على رجال على تريش بدل ده полностью скич я любой задачи больше إذا ممكن مشينا كده ده ممكن سايل لا كل جو كده بيوانا do nových šov, habíš pedagogič, vlastne Rusy byš, ľudia idete jeden daj, to je na so taky, že hľadá, čo zájem do zľavovi, to necaj si ga poznaš, ti tieju, užitio i što, tako, dobro je što, onda ti da, zájem do dabim desno, si ga pojma, da je će ja užitio, uže kječpa bilo, uže bouza bilo, uže velvele غوصلش وجه سبعت بقولوا بيزاس كده وشابك بقول عساش صوت كيش وجه شدلو صوت نون شو صوت شيفون دايل نون يتيوها ما مورد ما هو يا هاش نون شيء يا مشيت شيء يا ما يا تبقى في Yes, Hamad. سكوت كده بابا بيزاد وصلوا هذه شيء ده ده مورد ده مورد ده общем مصنع خوش عارف ده وصلت بقى في وجا مصر مش هيساوي كده نبغى نبغى داش مش مثلا جزايته قرابة ستوري دايته قرابة مصنع Руководитель субъекта не раз отмечал, что батальон имени Байсангура Биноевского должен стать одним из самых боеспособных подразделений Росгвардии. Эта задача для командира воинского формирования одна из приоритетных. أطول شعبين شتاب شعبين وجاي دبي وجاي لأنه ما يحكن فتنة زال يقظع حاليا اشتاق سبورت بلاشات كايوت وجاي رايولو
فتية لا تشريو شو زبرة مايكا شمسو كوزعيز أصلوي شايد هريو شو ده ويز هلوي باشان سا شو كوزا كاش دين كوزهاو شو يشان شين ديك واحد الأصلوي ده على دايت بو شوي دينا كوزهاو كودا سيدولزن إيش نعرف ملو كوزا البلغش ملا سيخشيخ بير بوخا إن شاء الله رحمن أقوون ضروي تدوخسن на махлена дынена. На данном этапе бригады активно задействованы в строительстве ряда объектов. На территории базы будут организованы все удобства для прохождения комфортной службы. Несмотря на то, что работы начались совсем недавно, на строительной площадке активно трудятся, ведутся земельные работы, реконструируется имеющийся объект, подготавливают площадку для плаца и обустраивают всю прилегающую территорию. Будущая военная база будет отвечать всем стандартам качества. Для этого, по словам начальника участка, имеется все необходимое: стройматериалы, спецтехника и рабочая сила. Шпаклевка внутри здания. И у нас бетонные работы. И сейчас тоже, вы видите, заливаем. И завтра или послезавтра закончим почти практически стены. Круглосуточно ведутся работы. Да, с утра с 7 часов начинаем и почти до утра. К слову, батальон уже пополнился молодыми людьми, и желающих попасть сюда только возрастает. Будущее подразделение, так же, как и все региональные воинские формирования, будет достойно нести службу на благо Родины. Лейла Муртазова, Ахмед Хизриев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики Вести, Чеченская Республика. Бойцы 94-го полка оперативного назначения отправились в зону проведения специальной военной операции. Силовики перед отбытием прошли построение и небольшой инструктаж. Они неоднократно участвовали в СВО и в очередной раз направляются на передовую, чтобы выполнить свой воинский долг по защите интересов России. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова обеспечил военнослужащих всем необходимым для успешного выполнения поставленных задач. يا مالخما وقتاني ما سجت دي شتات وناشتو مصوما لا تواشتو وكيل خوج رمضان اشدار سلسون اق شادول ما تدولشتو توكي شادو تان قارنس دول حلو انغشتو تان فلسطين عدك قيچن عدك كان يوم شتار ميل يلدو توقير لشدات تو ميل دوخ بدنا تياشتو چالوشتو توكيتشا دو تو دو هر دو اشتات سومسوناتي دي ازلو بيشو تي حرادات دادي ارزلت او باخچق باقر باش بوختيغا. В Грозном состоялась конференция «Движение первых». Участники прошли программу, включающую тренинги, мастер-классы, интеллектуальные игры. Состоялось и обсуждение эффективных практик по вопросам развития общественного движения. Слово Мадине Нусалчиевой. Конференция регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Чеченской Республики «Поехали» стала большим событием. Активисты с волнением заполнили зал Чеченского государственного университета. В торжественной церемонии открытия принял участие министр образования и науки Чеченской Республики Хошбау Дедаев, министр региона по физической культуре, спорту и молодежной политике Иса Ибрагимов и председатель «Движения первых» Чеченской Республики Ахмат Кадыров. Он поприветствовал собравшихся и отметил важность деятельности организации. Хочу отметить, что «Движение первых» – отличная площадка для вашего дальнейшего развития. Позвольте вкратце рассказать о проделанной нами работе с начала текущего года. Региональным отделением «Движения первых» Чеченской Республики с начала текущего года проведено 234 мероприятия, вовлечено более 22 тысячи участников, открыто более 499 первичных отделений на базе образовательных организаций высшего, среднего, профессионального, среднего образования и дополнительного образования, а также объектов культуры, спорта и молодежной политики. Обеспечено участие 99 человек на 20 окружных и всероссийских мероприятиях.
Это лишь малая часть из того, что сделано в текущем году. В течение 2 дней сотрудники регионального отделения, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, курирующие деятельность движения в организациях общего образования, обсуждали организационные вопросы и ближайшие планы движения. Целью данной конференции является обсуждение и распространение эффективных практик по вопросам развития и продвижения движения первых Чеченской Республики. За время конференции активисты участвовали в различных тренингах, мастер-классах, интеллектуальных играх, благодаря которым смогли ознакомиться с основными ценностями движения, повысить уровень социальной и творческой активности, раскрыть личностный и интеллектуальный потенциал, а также развить коммуникативные навыки. Мадина Нуцалчиева, Шамсуди Джабраилов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. В республике каждый житель переживает за палестинцев. Люди не в силах спокойно наблюдать за ужасом, которому ежедневно израильский режим подвергает мирное население сектора Газа. Кадры со зверствами облетают мир, поражает человечество. Число погибших детей порядка 3500. Медина Мударова о неравнодушии чеченцев к трагедии Уммы. Посланник Аллаха сказал, верующие в своей взаимной любви, милосердном отношении и сочувствии друг к другу подобно единому телу. Если один его орган заболевает, все тело отзывается о бессоннице и лихорадке. У мусульман всего мира сжимается сердце от происходящего в Палестине. Ежедневно во всех джума-мечетях республики можно наблюдать, как жители объединяются в своих молитвах. Сердце Чечни не стало исключением. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Каждый житель республики переживает за братьев и сестер, которые оказались под гнетом израильских сионистов. Верующие просят Всевышнего Аллаха облегчить положение мусульман в Палестине, а также даровать победу чеченским бойцам, сражающимся на Украине. Bugger halge wede yeshek dader de deli diyor. Sposobna tulan balarna jekteşten lahtoşto itazer. Yok doğru deli orstiyahır dokumente. Дуа – сильнейшее оружие мусульман. В своих молитвах люди неустанно просят защиты для людей Палестины и скорейшего возмездия Всевышнего за преступления. Как и во всех районах, тахаджуд намаз совершают и в городе Аргун. Религиозные мероприятия охватывают не только республику. Мусульмане со всего мира объединились против общего врага, надеясь, что мольба будет услышана и принята Творцом. Медина Мударова, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова оказал помощь детскому дому в ЛНР. Груз включает продовольствие, одежду, средства гигиены и игрушки. Всего 3 тонны. Подробнее Турпал Тайсумов. Продовольствие, одежда, средства гигиены и игрушки. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова оказал очередную помощь детям одного из детских домов Луганской Народной Республики. Подарки ребятишкам прислали после их обращения к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Детишки оставили свои пожелания, что они хотели. Ну и, соответственно, все понабрали. То, что они заказывали, то, что они хотели. Вот. И сами видели, как эти дети обрадовались. Это сироты. Ну, даже не знаю, глядя в глаза этим сиротам, уже как-то все равно хочется еще больше помочь. Соответственно, пользуясь случаем, хочу выразить слова благодарности фонду имени Ахмата Хаджи Кадырова, и руководителем Айман Нисина является. Она регулярно помогает. Чеченские бойцы совместно с местными волонтерами и сотрудниками пункта пребывания деток передали им все заказы. Несмотря на стеснение, дети были очень рады. Для кого-то получить желаемое оказалось полной неожиданностью. Спасибо! Спасибо! Всего 3 тонны разнообразных вещей. Местное управление поблагодарило руководство Чеченской Республики за постоянную и неустанную помощь. Рамзану Ахматовичу Кадырову низкий вам поклон. Фонду имени Ахмата Кадырова. Дай Бог вам всем всего доброго. Вы делаете для нас такое приятное. Это, кто знает, что такое война,
Это, конечно, очень приятно, что дети наши не брошены. Низкий всем поклон. Это и не первая, и далеко не последняя поддержка новым субъектам страны. Благодаря фонду без внимания не остается ни один ребенок или воинское подразделение, защищающее местное население от сатанистов киевского режима. Турпал, Лолита Исумов и Магомед Тутаков. Вести. Чеченская республика. Заседание участниц женского движения «Единая Россия» прошло в столице. Мероприятие было направлено на адаптацию, проработку и правовое урегулирование законодательства и существующим реалиям на благо и улучшение жизни человека. Данный партийный проект начал работу летом 2022-го. В него вошли самые инициативные и активные представительницы общественных организаций и объединений республики, предпринимательницы, волонтеры, эксперты и лидеры мнений. Сегодня мы собрались по проработке законодательных действий в рамках реализации федерального партийного проекта «Женское движение. Единая Россия». Наш партийный проект – это уникальная площадка, которая объединяет женщин разных национальностей, возрастов и профессий. И благодаря такому разнообразию активистов нам удается реализовать широкий спектр проектов. Это и создание женских клубов на базе центров занятости, это проведение уроков мужества в школах различных районов региона. Также, безусловно, поддержка наших участников специальной военной операции. Отрадно, что с каждым днем наш проект он объединяет все больше и больше активистов, активных женщин. И обязательно будем продолжать и усиливать работу во всех обозначенных направлениях в будущем данного проекта женского движения «Единая Россия». От врача-кардиолога до геодезиста в Центре занятости населения Шалинского муниципалитета прошла ярмарка вакансий. Это отличная возможность пройти собеседование с потенциальными работодателями и найти работу. Валентина Гусевская поделится, сколько человек нашли работу. От врача-кардиолога до массажиста и геодезиста. Сегодня в Центре занятости населения Шалинского района представлено 34 вакансии. Однако из этого числа можно вычеркнуть 4 предложения. В этот день уже было трудоустроено 4 человека прямо на мероприятии. Это ежегодное мероприятие. В рамках ярмарки вакансий у нас плановые мероприятия в течение года мы проводим как республиканские, так и районные. Сегодня мы присутствуем на районном. На ярмарку трудоустройства жители региона приглашают уже 33-й раз. Всего во всей республике планируется провести 40 подобных мероприятий до конца года. У нас вакансия геодезиста. Опыт работы должен быть 3 года, потому что там определенный спектр работ, в которых нужен специалист. И образование должно быть высшее, профессиональное, техническое. Заинтересованы трудоустроиться как специалисты со стажем, так и студенты, которые сразу после учебных занятий пришли на ярмарку. Несмотря на то, что будущие специалисты только на стадии обучения, они заинтересованы узнать о рынке вакансий уже сейчас. Выпускники, которые сегодня учатся, заранее могут себе поговорить, узнать, пообщаться с работодателем. Для них появляется очень хороший шанс. Могут узнать очень много про то, как работают люди, с чем им, наверное, придется сталкиваться, какие трудности, какие требования могут требовать именно работодатель. Студенты на месте смогли пройти тест на профессиональную ориентацию. Его результаты они узнают в течение дня по электронной почте. Дали бланк заполнить, там были такие вопросы, как ухаживать за животными. Я очень люблю животных, поэтому хотелось бы стать ветеринаром. Организаторы признаются, самые востребованные вакансии региона в сфере образования и медицины. Тот, кто не нашел подходящую работу сегодня, имеет возможность тут же подать заявление, чтобы встать на учет Центра занятости. Подобные мероприятия являются эффективным способом привлечения соискателей. Всего при содействии службы занятости Чеченской Республики в сентябре 2023 года было снято с регистрационного учета в связи с их трудоустройством 1830 человек. Валентина Гусевская, Магомед Басаев, Вести, Чеченская Республика. Всего 3 мл крови хватит, чтобы спасти жизнь человеку. Именно столько необходимо сдать для включения в Федеральный регистр доноров. Чеченская республика присоединилась к всероссийскому марафону донорства костного мозга «Давай, вступай». Он инициирован Федеральным медико-биологическим агентством. Если пациенту необходима трансплантация костного мозга, его пересадка – единственный способ лечения большого количества онкологических, гематологических и генетических заболеваний. Сама процедура простая и безболезненная. Мадина Кураева расскажет, сколько человек стали донорами. Стартовала акция в регионах страны 1 сентября и завершится 10 ноября на площадке международной выставки форума «Россия». Грозный стал 59-м городом, присоединившийся к марафону.
На торжественное открытие всероссийской акции «Давай, вступай» собрались сотрудники различных учреждений, силовых структур, предприятий, волонтерских движений, просто неравнодушные граждане региона. Цель проекта – привлечь людей к спасению жизни и рассказать, что донорство костного мозга – это не страшно. В России в год 5000 человек нуждаются в трансплантации клеток костного мозга, из них около 1000 – это дети. И нет цены и нет ценности в жизни важнее, чем возможность спасти конкретно, реально больного ребенка. Малхбек Яхьяев стал первым в республике донором костного мозга еще в 2018 году. Мужчине сообщили о вероятности того, что он подходит в качестве донора костного мозга для 5-летней девочки с диагнозом острый лейкоз. Малхбек сразу же сдал необходимые анализы. По статистике, только 1 человек из 500 тысяч потенциальных доноров схож по фенотипу. Болезненные процедуры, как роздаешь, так и костный мозг берут они. Сюда пришел, да, что намага дина, умокшау, алхамдулилlah. Но цан адаман жизни доктор спасти. Цан почем дать. Юхаз, он пришел тач. Карина, цан юхаз, он, но кисона дякан, шума дать, он. Тана, алхамдулилlah, семья тяни, связал роз бош, на ютсон. Стать донором костного мозга могут граждане от 18 до 45 лет, не имеющие онкологических, хронических заболеваний и заболеваний крови. При этом вес должен превышать 55 килограммов. Процедура сдачи клеток безболезненная, побочных явлений нет. У донора просто берут кровь из вены, после чего медицинский прибор отделит стволовые клетки. Став донором, он просто сдает кровь и попадает туда в регистр. И по желанию этого донора он может спасти на территории нашей страны любого пациента, который заболел лейкозом. Чтобы подобрать донора костного мозга, это очень сложная процедура. 2 человека у нас в Чеченской Республике стали донорами. Они сдали кровь и стали донорами, и это уже плюс 2 спасенные жизни. В ходе мероприятия наградили активных доноров республики благодарственными письмами. Стоит отметить, что в регионе более 2500 граждан, состоящих в федеральном регистре. Также амбассадор проекта Артем Алискеров, перенесший лейкоз и 31 курс химиотерапии, пробежал 42-километровый марафон по достопримечательностям Грозного. Мадина Кураева, Лёма Мамадиев, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Третья гастрольная постановка пьесы «Дядя Ваня» в исполнении Государственного академического театра имени Вахтангова прошла на сцене Русского драматического театра имени Лермонтова. Спектакль длился 3 часа. С первых минут зрители погрузились в атмосферу XIX века. Под руководством режиссера Римаса Туминаса произведение Чехова ожило, раскрывая сложные отношения между персонажами и отражая их внутренний мир. Это захватывающее погружение в человеческие души, страсти и разочарования. Постановка покорила сердца зрителей. Я наблюдала, что зритель не то что не выходил, что обычно у нас происходит на спектакле. Были такие моменты вот в спектаклях, такие временные промежутки, когда мне кажется, что зритель даже не дышал. Идея заключалась в том, чтобы в итоге зритель смог увидеть спектакли высокого качества, наши актеры смогли получить вот этот бесценный опыт. И эти задачи, они достигнуты. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев. И пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.